Сегодня военный комиссар Чувашской республики Бахтиер Холиков подписал приказ о начале частичной мобилизации на территории республики. Скан документа опубликовал Чувашинформ. В тексте приказа говорится, что всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим в Чувашии, получившим повестки военного комиссариата, необходимо явиться в указанные сроки. А всем из перечисленного списка, кто не получил повестки, выезд за пределы района и города временно запрещается. Руководителям организации приказано освободить призываемых от работы и рассчитать. Граждане, не явившиеся в указанный срок по повестке, будут нести ответственность по закону Российской Федерации. То, что Путин принял такой указ, я считаю правильно. Почему? Потому что мы должны адекватно отвечать на их прямые военные действия, не только с проведением специальной военной организации, но такими же действиями, как они проводят. Поэтому нам нужно сегодня мобилизоваться, вооружиться, победить. Это будет правда, и тогда наступит мир. Правовые основы говорят о том, что проведение референдума является единственным путем для различных территорий, где бы они ни находились, если они принимают решение войти в состав другого государства. Поэтому референдум, безусловно, необходим. Это волеизъявление всего населения территорий, в данном случае мы говорим о Донецкой и Луганской народных республиках, и поэтому я считаю, что народ вправе самоопределиться. Для успешного проведения специальной военной операции на территории Украины необходимо увеличение военного контингента. И решение президента о частичной мобилизации считаю наиболее своевременным, продуктивным решением, продуманным. И на сегодняшний день для защиты русского мира другого пути не существует. Во все времена, безусловно, русский народ был сплоченным, вставал на защиту своих территорий. И эта мера необходима для того, чтобы эта историческая справедливость свершилась. И поэтому, конечно же, депутаты Госсовета Чувашской республики, на мой взгляд, единогласно поддерживают эту меру. Этот указ президента нашей страны.